На сегодняшний день мы уже допросили 34 свидетеля и по факту мошенничества, и по государственной измене. К нашему счастью, все свидетели говорят исключительно в пользу нашего подзащитного. Сегодня мы планируем заявить 2 ходатайства по мере пресечения, потому что поменялись обстоятельства. Мало того, что болезни, которыми обладает, так это сказать, наш подзащитный, препятствуют содержанию под стражей, сроки давности прошли, 75 депутатов голосовали, просили суд, чтобы изменили меру пресечения, но еще изменились обстоятельства. И более того, мы заявим сегодня ходатайство по рассекречиванию уголовного дела, потому что те свидетели, которые были допрошены, они обладают данными документами. Они сказали, что все эти документы были разосланы в свое время по всему миру, что никакой секретности они не носят. И мы считаем, что это просто как политический заказ только для того, чтобы средства массовой информации и народ просто не знали, как проходит данный процесс. Сколько свидетелей всего было? 34 допрошено, 65 заявлено обвинением. Вы сказали о самочувствии Адахана Кимсанбаевича, как он сейчас себя чувствует? Адахан Кимсанбаевич никогда не жалуется на свое состояние здоровья. Он сказал, что никто его не сломит, и никогда он не упадет на колени, будет бороться до конца. Ну и мы тоже будем бороться с ним до конца. По факту мошенничества. По факту мошенничества нам на самом деле очень удивительно, почему и даже следствие засекретило это дело. Совершенно ничего там секретного нет. Потерпевший нанял 2 адвокатов. Мы допросили и потерпевшего, и всех свидетелей. По обстоятельствам дела я говорить не буду, потому что все-таки дело носит гриф «секретно». Так, говорю, еще раз заявляю, что наши все свидетели говорят в пользу нашего подзащитного.